Дорогие друзья, ну что, пришла пора снова погрузиться в работу с гипсом. Сегодня мы будем заниматься заливкой гипса в формы, в молды, которые изготовлены по мотивам вообще якутского жилища, якутской утвари. Поможет нам со всем этим делом. Представляете, кто? Девушка из Москвы. Зовут ее Дарья. Она, почти мастер. Да? Даша, здравствуйте. Здравствуйте. Каким чудом вас занесло к нам в Якутию? По любви. Вот, горячая любовь. На крыльях любви Даша переехала из Москвы в Якутск. Дашенька, ну что, вы уже почти говорите по-якутски. Почти. Так, как правильно будет, кытыя или кытыя? Кытыя. Кытыя, вот. Посмотрите, маленькая такая вот штукенция. Здесь вот мы можем, для чего вот использовать ее? Вообще она Из используется в декоративных целях, либо можно как подсвечник для свечей использовать. Угу. Так. Вообще хорошо свеча в ней получается. Прекрасно. Для очищения. Да, вот, балаганчик, вот, может использоваться как? Для очищения дома можно использовать, как шкатулку можно использовать. В общем, вот вообще спектр, как говорится, и вообще просто поставить на сервант для красоты. Это тоже своего рода, в общем, предмет декора, да? Это красиво. Так, дальше, посмотрите, вот эта штучка у нас. Салфетница. Это салфетница. Посмотрите, какие изящные стерхи, древо наши, да? Вот. И посмотрите, как это красиво. И сарданы. Лошадка, да? Да. И вот это все можно вот прям залить. Можно, да. И вы сами изготовили эти молды? Ульяна мне изготавливала, свекровь моя. Ну и вот посмотрите, наша надвратная башня. Можно изготовить из гипса, и будет у вас вот напоминание о том, что у нас Якутск начинался когда-то именно вот с такой крепости. Это вот большой балаган, крышка. Это крышка большого балагана. Она уже залита, да? Уже гипс здесь есть. Здесь тоже гипс есть? Гипс я заказываю на маркетплейсе. Использую творческий Г16. И также для изготовления нам вода понадобится. Просто гипс с водой смешиваем, форму заливаем, ждем, пока высохнет, вытаскиваем, обрабатываем и готово. Вообще для изготовления особо много ничего не нужно, не затратное дело. Не затратное. Но вот если, например, хотите индивидуальные формы, допустим, либо вот такие необычные якутские именно формы, то придется немного потратиться, но это очень быстро можно окупить. Допустим, того стоит делать, да? 3 килограмма гипса покупаете, одну форму окупаете, и потом себе в плюс работаете. Представляете, люди? То есть вот ваше хобби, оно может стать таким вот денежным подспорьем, да? Конечно. Так. Так, для изготовления я беру силиконовую тару для замешивания. И вот на такой балаган мне понадобится 175 грамм воды и 350 грамм гипса, то есть к соотношению 1 к 2. Ну, гипса можно чуть меньше взять, чтобы смесь была более жидкая, так как более жидкая, она легче попадает во все отверстия. У нас же вот тут вот узор идет, и чтобы он хорошо пролился, смесь должна быть немножко пожиже. Так, хорошо. Так, Дашенька, кто вы по профессии? Я училась на медсестру. Понятно, так. И встретили свою любовь. Своего супруга, да? За которым вы помчались в Якутск. Сколько лет вы уже здесь живете? Уже 3-й год, наверное. Ого, 3-й год. Ну, как обычно, люди хотят уехать, допустим, из регионов. Ну, вот такой вот есть момент. А у вас вот наоборот случилось. Наоборот, меня сюда притянуло. Притянуло. Вы не хотите уезжать? Нет. Не планируете? Нет. Чем вас так зацепила наша Якутия? Ну, не знаю, культура мне нравится, люди хорошие, еда вкусная. То есть вы якутскую прям кухню полюбили? Люблю, а что вам больше всего понравилось? Сырое мясо, сырую печень я люблю. Да вы что, с ума сойти. Вот это да. А готовить что-то научились? Обжорку. Ну, обжорка я не знаю, это обжорка не якутская, наверное, да, еда? А что это там за салат обжорка. Да? Да. А какие ингредиенты? Говядина жареная, перец болгарский,
морковка. Ну, это точно не якутская. Ну, я в Якутии об этом узнала. Для меня он как... Что вот этот салат бабжурка называется. А да? так? А что еще? Особенно якутское, наверное, я не умею готовить. Ну, а потроха там вообще... Это я не умею. Нет, а пробовали? Пробовала, но мне потроха именно не понравились. Суп из потрохов не понравился. Не понравился, да? Это единственное, что мне не нравится. Ну, наверное, пирожки нравятся, Пирожки, конечно. да. Оладушки. Оладушки тоже. Ну, в общем, Дарья наш человек, это точно. И заливаем в форму. Заливаем. В общем, хорошенько размешиваем. Кстати, гипс, он же имеет свойство быстро застывать. Да. То есть нужно действовать очень быстро, да? Прям вот энергично. Примерно 6 минут схватывания у гипса. Так. Вот мы залили, пока отставлю. Начинаю простукивать, Для чего? чтобы все пузыри вышли, так как там окошки у нас. И чтобы в окошках не было пузыриков, вот пузырики выходят. Так. Все простукиваю, кручу, верчу, запутать хочу, Так. Ага. чтобы везде наша смесь попала. Понятно. Сверху можно спиртом пшикнуть, чтобы идеальная поверхность была. Ровненькая Да. такая, да? С детства вы занимались каким-то творчеством? Может быть, ходили во дворец детства, где-то ближайший у вас в Москве? С детства я любила рисовать. Какое-то творчество у меня все равно было в жизни. Так. Ну так, чтобы прям ручная работа у меня была в детстве, я бы такого не сказала. Такого вы не помните. Ну, а в школе, может быть, кружки какие-то, что-то? Ну вот мы вязали, бывало, шили. Мгм. Ну как достаточно, думаю, все дети в школе. Ясно. Ну прям такой тяги я не замечала у себя, что мне прям так нравится. Ну, а здесь прям вот вы А тут вдруг раскрылся мой рас- потенциал. Ясно. То есть прям вот гипс это ваше, да? Да. Чему еще вас научила ваша замечательная свекровь? Ульяна меня отводила на курсы по полимерной глине. Так. Я делала серьги, колье. Ну, сейчас пока у меня времени на это не хватает. Ух ты! Это Вот. при том, что вы сидите дома, но у Да. вас времени вообще просто вот все расписано. Чем вы должны заниматься? А так, вот кроме гипса пока особо ничем так не занимаюсь. А, и свечи я начала делать. Вон стоит в чароне. Вот это да. Это свеча, да? Да, из Ого! кокосового воска. Друзья дорогие, смотрите-ка, кокосовый воск. Давайте мы зажжем свечу. То, что сейчас будет гореть, кокос, он безопасен, да, Да. для здоровья, для... Наоборот, для очищения используют. Да вы что? Да. Это натуральный. Все натуральное. Понятно. То есть, смотрите, друзья дорогие, что у нас происходит. Мы зажгли свечу волшебную, да, и сейчас у нас все наше пространство наполнится уютом, красотой, гармонией, вот. Ну и такую свечу можно тоже изготовить своими руками. Мы, кстати, передачу одну делали вот по поводу вот таких свечей, так что можно покопаться, найти нашу передачку. Ну, простучали Да. все. У нас 2 молда, это мы изготавливаем, Один балаган. ага, 1 балаган. Балаган какой? Вот такой? Да, Вот такой, прям ровно такой, да? точно. Как сказать, по размерам, да? Посмотрите, вот казалось бы, он такой небольшой, маленький, да? Но вот молд, это просто молд такой вот. И здесь у нас готовый уже то, что как бы мы залили раньше, да? Теперь расскажите, сколько застывает вся вот эта вот конструкция? 30-40 минут, если гипс плюс вода консистенции делать. А, кстати, вода должна быть какая? Комнатная температура. Комнатной температуры, проточная там, или можно из крана взять, Можно любую взять. любую. То есть не обязательно, чтобы она была там Вообще без разницы. кристально там чистая Нет, какая-то, не да? обязательно. Хорошо. Вот. Ну и в конце концов, смотрите, они вот получаются такие вот молочного цвета. А можно что-то добавить уже изначально в гипс, чтобы, допустим, вот это было, ну, желтого, охристого цвета или там еще какого-то. То есть я имею в виду красители Да, какие-то. есть. Сухие пигменты есть, жидкие пигменты есть. Мгм. Можно добавить именно белый пигмент, диоксид титана он называется, чтобы прям идеально белые были изделия. Мгм. То есть прям белоснежный. Да. Кому-то ведь нравится прям все белое-белое, да? Вот. А можно потом вот этот балаган раскрасить? Можно. Акриловые краски используются, либо акриловые маркеры. По талию можно покрыть. Вообще всем что угодно можно сделать. Да? Даже морилкой для дерева можно покрыть балаганы из гипса. Морилкой для дерева? То есть, смотрите, у вас что-то осталось от, допустим, ремонтных работ,
можно тоже в дело Да, пустить, всё да? в дело. Какие-то да, остатки. Но вообще это очень классно и здорово. Ну что, Дарья, давайте посмотрим. У нас изготовились Да. наши, ну, как заранее, потому что в рамках программы, конечно, это все сделать сложно. Сейчас мы будем заниматься чем? Вытаскиваем Да, уже это из называется молда. по-умному демолдинг. Демолдинг, Да. по-умному. Так, Да. хорошо. Это вот специалист говорит. Понятно, так. Вот тут тоже ничего сложного, так как он уже застывший, твердый, Ух ты, классно. можно не бояться. Ага, вытащили. Ой, посмотрите, какая красота, здорово. Ой, как красиво. Посмотрите, он такой, ну, вот, ну, не какой этот молд, да, вот, смотрите. А внутри-то, посмотрите, какая красота. Наши узоры, ой, Так и как не красиво. скажешь, да, что внутри. Да, здорово. Большой балаган. Большой Это низ балаган. от балагана. Мгм. Это низ. Снимаю Так. резинки. Я их использую, резинки, для того, чтобы у меня окошко ближе прилегало Прилегала. к внешней стенке. Мгм. Чтобы я потом сейчас покажу, что я делаю. Мгм. Его можно как вывернуть, можно как выдавить, как Мгм. кому удобно. Мгм. А ну сломать можно? Но если свежее, то, конечно, можно. Да, ну то есть нужно, чтобы постояло примерно, ну, допустим, вечером залили, утром-то уж точно можно, да? Утром точно можно, но если цветное, то гипс может дать воду, он же влагу отдает. Ага. И в молде влага не выходит. И у тебя изделие, если цветное, то оно может пятнышками пойти. Поэтому цветные лучше сразу То есть именно вытаскивать. вот 40 минут, как сказано, и через 40 минут нужно вынуть, Чуть да? побольше можно. Ну, часик. Ну, часик. Вот прям, чтобы наверняка, то часик. Но на самом деле, конечно, гипс это все-таки хрупкое такое вот у нас изделие, да, материал хрупкий. Да. То есть, конечно, там какие-то усилия такие невероятные. Не надо, в общем, применять, да, такую уж совсем физическую силу, чего-то там очень сильно мять. Но смотрите, Даша очень хорошо, легко вынула. Вы говорили, еще раз объясните, вот дверь там что-то куда-то прилегает. Вот должна. Окошки, так. они прилегают к внешней стенке, Угу. к внутренней. Вот к внутренней стене, так. И после того, что использую резинки, чтобы вот, видите, просвет видно. Так. Потом беру вот такую железную штучку, их буду выбивать. И если его раскрасить, да и потом поставить у себя где-нибудь там на стол, там, не знаю, у камина, или там, я не знаю, на сервант какой-то там водрузить, это вообще очень красиво, мне кажется. И сразу добавит колорита как-то в ваш интерьер. Вот уже у нас свеча появилась. И посмотрите, друзья, как это волшебно и красиво смотрится. Особенно, если это будет, допустим, вечером. Ой, это просто... Или вот на праздничный стол, на новогодний, да, например. Или там день рождения у деда. Это вообще классно, здорово. И он такой теплый, такой домашний, такой прям уютный. Столько эмоций вызывает и столько дарит радости. Так что, друзья, дорогие, кто как-то немножко задумывается о том, чтобы как бы одарить кого-то таким вот хорошим, таким вот душевным подарком, можно посетить вот ваши онлайн-курсы или можно закупиться всем добром этим на маркетплейсе и начать производство. Да? Красиво, красота. Ну что, пусть у нас пока стоит и радует нас вот этот вот. Так, аккуратненько давайте-ка мы его вот сюда вот переместим. Вот, как будто, знаете, вот ты идешь мимо зимой, и вот там где-то вот горит огонечек, где-то там стряпается, да, что-то там, пирожочки, да, ну, вообще красота. Так, что здесь у нас? Так, здесь у нас наш самый первый балаган. Ага, вот этот вот, да? Нет, это немножко другой. Другой его немножко. Тут нету. Его здесь нет. То есть, смотрите-ка, балаганов еще и много, да, у нас разных конструкций, разных узоров, да? Ой, как вы ловко и быстро. Вот, балаган. Даш, а вы вообще побывали где-то в музее, посмотрели вообще, как выглядит балаган сам настоящий? Может быть, литературу какую-то там, иллюстрации какие-то видели, фотографии? Иллюстрации в интернете мы смотрели, вдохновлялись.
Сначала сами пытались из глины слепить, Мгм. но у меня получилось не очень. Мгм. И потом вот начали уже А вы пытались с кем? разрабатывать. С мужем или с кем? Нет, со свекровью. Со свекровью, понятно. Все под чутким руководством свекрови. Вот бы такой свекровь в каждую семью. Так, хочется воскликнуть, Ну да? да. Так. Ну, опять, значит, вот этот инструмент, как он называется? Вот эта вот Это для штучка? ногтей, для маникюра. Так. Кутикулу отодвигать. Мгм. То есть сгодится вот для Да. этого дела. Здесь мы выдалбливаем, ну, в общем, свет в окне. В общем, да, прорубаем окно. Так. Мгм. Здорово. Слушайте, ну прямо так и хочется, знаете, маленьких таких вот налепить потом из ваты каких-то вот человечков и поселить их в эти балаганчики. У нас в планах фигурки якутские. Да, здорово, Даша. Ну прям от всего сердца я желаю, чтобы у вас это все получилось. Спасибо. И чтобы вы вдохновляли вообще наших якутянок вот на создание таких вот прекрасных, замечательных изделий. Так. Ну и смотрите, вот здесь у вас это такая терочка большая, да, Мгм. или как называется она? Шлифовальная губка. Губка шлифовальная, так. И что мы там Вот у должны нас отшлифовать? край балагана, он бывает неаккуратный. Мгм. И я просто этой губкой подпиливаю, чтобы красиво выглядело. Ну, конечно, да. Если, допустим, большие партии гипса вот делаете балаганов, лучше, конечно, в маске работать и в очках, чтобы свое здоровье беречь. Ну, так как у нас маленькое, Мгм. Ну, сегодня у нас Да. просто мы показываем, да, вот такое изделие небольшое. То есть, в принципе, можно как-то пережить это дело. да. Вот тут в окошках бывают пузырики, вот, если не выбиваем. Мгм. Потом можно гипс замешать в маленьком количестве и зубочисткой исправить. Мгм. То есть, смотрите, давайте покажем. Вот здесь у нас получилось, вот смотрите, немножко брак, да? Ага. Брак из-за чего может возникнуть? Ну, вот плохо выбили. Плохо выбили вот эти пузыри. И эти пузыри оставили вот такие отверстия в нашем изделии. Ну да, в просто на глаз. Вот вы капельку воды сделали, гипса туда сделали, перемешали, у вас густое, Мгм. и заложили И туда. потихонечку зубочисткой вот так вот и заложили. Ну, прекрасно, здорово. Так, это крышка, да? Да. Ну, давайте немножко почистим, Мгм. да, вот еще. До конца вот обработали изделие, и при том, когда мы пилили, у нас образовалась пыль. Мы ее можем вот кисточкой обычной стряхнуть, чтобы у нас получилось красивое изделие. Рабочие. Да. Мгм. То есть убрать все излишки. Да, внутри тоже Мгм. можно убрать. Мгм. Вот. В принципе, Ой, так вот красиво. Очень красиво. Ну, там еще до одеяла, конечно, можно будет довести. То есть, друзья, если даже вот вы где-то в магазине встретите, наткнетесь вот на вот такие вот изделия, вполне возможно, что они вот из мастерской Даши, да? У нас это что, крышечка, Крышка. да? И попробую я Да. ее вытащить. Ой, я так боюсь, Не вдруг я бойтесь. сломаю. Ну, Нет? ничего страшного. Ничего. На счастье. Ой, как-то, знаете, ну, мне жалко материал, жалко ваших усилий, трудов. Так, ну-ка, вот так вот. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Ох ты, посмотрите, как красиво. Вот, да-да-да-да. Вот, вытащили. Заливка. Заливка получилась замечательная, на мой взгляд. Ну вот, да? Мгм. Без сучка, Подпилить. без задоринки. Просто нужно подпилить вот здесь вот, да? Мгм. Вот тут вот. Но, в принципе, внутри не столь важно, да? Мгм. У нас же это не парадная часть, внутренняя, а вот внешняя часть вот. Вот эти можно вот это избить. Мгм. То есть, смотрите, вот здесь вот то, что у нас опять-таки... вот это вот Да. излишек, да? Посмотрите, вот это вот. Это нам совершенно ни к чему. Это тоже, видимо, произошло из-за... Ну вот бывает, что в молоде так пузырик получается. Мгм. Ну вот он легко убирается, и ничего критичного в этом нету. Мгм. Вот так вот. Вот и все. То есть это у нас не брак совершенно, а это у нас ручная работа, между прочим. Вот так вот. Вот так. Вот так. Ой, Даша. И знаете, между прочим, когда ты делаешь вот такие вот штучки, забываешь, по-моему, обо всем Конечно. на Часами свете. сидишь, работаешь. Да, и никакие тебя заботы какие-то, заботушки, Никто не совершенно волнует. не трогает, да, абсолютно. Приятно прикасаться.
Он такой прохладненький, такой вот гладенький. Ну, вот мы сейчас его сделаем таким гладеньким. Мгм. Теперь вы сказали вот штучкой Кисточкой. поработать кисточкой. Вот так вот. Убираем Всё это пыль. дело. Пыль смахнем. Так. Ну, а здесь все нормально. Мгм. Прям чудесно. И вот наша крышечка, да? Мгм. Вот так вот. Та-дам! Занятие и вообще вовлечение, там, не знаю, погружение вот в этот вот процесс изготовления изделий. Вот еще одна свеча, да? Вот так вот у нас будет. Посмотрите. Ну, она немножко как бы светодиодная, да? Мгм. Но, Обычную тоже можно поставить. и настоящую свечу, но, конечно, соблюдая все там правила техники безопасности. Вот. Это очень здорово. Согласитесь, красиво. Ну что, друзья, Даша, вот что вы посоветуете начинающим изготовителям вот такой вот утвари, Что сказать, не бойтесь. вот этих изделий? Конечно, у всех бывают взлеты, падения. Так. Совсем справимся. Угу. Если есть какие-то вопросы, пишите, всем поможем, все расскажем, всему научим. Угу. Вот. Вот такие вот пожелания у Даши вам, дорогие друзья. Но мне кажется, когда мы это все изготавливали, вот вы изготавливали, то есть, в принципе, все понятно, предельно все просто. Как говорится, интернет и Google вам в помощь, Да. да? Вот. Так что, если кто-то заинтересовался этой темой, что ж, будем пробовать?